после прямого эфира, после фотосессии, конечно, ажиотаж, не ажиотаж, то есть охват был большой. Вот, и да, меня это все это новое, конечно, и меня это впечатляет от всего этого происходящего. Люди стали, конечно, видеть меня, замечать меня, фотографироваться со мной, что меня это очень радует. Я сама уже более стала открытой, более стала не скованной быть, не замкнутой, а более как-то людям, наоборот, открываться, так как я в город переехала буквально недавно, поэтому трудно мне было этот момент, когда я понимала, что я должна скорым временем переехать в город, поэтому я понимаю, что здесь очень поток большой людей, и мне будет как-то все равно эти взгляды, эти, возможно, какие-то унижения, слова будут неприятные в мой адрес звучать. И когда Вадим пригласил меня на фотосессию, я сперва долго думала, но после фотосессии я прочитала отзывы о себе, и в основном они все практически были положительные. Не в основном, они все были положительные. И со временем я переехала сюда, в город, сейчас уже более для меня самой как-то уже здесь комфортнее чувствуется, чем нежели. В поселке я с детства росла, и все меня уже увидели и все уже привыкли как к своей. О, Ирка, о, Павлик, привет. В этом роде. Да, конечно, это просто внешние родинки. В физическом по здоровью абсолютно нет. Не вредят никакого. Да, просто внешне, что дискомфорт составляет, достает тебе, и все. Я на данный момент работаю в полиграфии печатником. Я работаю по своей профессии, мне эта работа очень устраивает. Я вдохновляюсь ей, мне она очень-очень нравится, эта работа. У меня очень-очень, к сожалению, мало времени. Очень мало, да, свободного. Люблю гулять, как и все, можно сказать, все люди, как и все, те же самые хобби. Фотошопить люблю, фотографировать людей обожаю. Что мне еще? Песни слушать. У меня, конечно, я склонна к творческому, что-то да. Люди в основном, когда их общество или когда у них внутри у себя в душе происходит какой-то конфликт с самим собой, у них происходит, не знаю, что-то какое-то новое в себе открытие, чтобы как-то показать людям или доказать, или что ли, я не знаю. Доказать, во-первых, наверное, скорее всего, самому себе доказать, что ты чем-то, не то чтобы отличаешься, а то, что ты немного лучше. Поэтому люди и начинают заниматься творчеством, какие-то находить себе те качества, которые что показывают, я, как вам сказать, я способна тоже, я тоже это умею делать. И люди это смотрят, и они вдохновляются тоже этим человеком. И это, конечно, да, удовлетворяет самого человека. Возможно, да, скорее всего, эти более творческие у меня способности на все эти рисования, чтение, что еще я умею делать, фотошопить, скорее всего, да, я много себе закрывалась, поэтому искала эти способности, чтобы хоть людям доказать, что я такая же, как и все.
Я была маленькой, мне было 7 лет. И, скорее всего, от того, что я постоянно была в обществе, и меня окружали взрослые люди, они меня постоянно как-то оберегали, они меня как-то постоянно защищали за меня, потому что они понимали, что я не как все, и что будут обиды, и что будут неприятные случаи будут, ну, со мной ситуации. Вот. И я, когда переехала в Максогловский детский дом, такого прям психологического или там морального срыва у меня не было. Потому что мне было 7 лет, и я сама еще не понимала, где я как бы нахожусь. Я воспринимала это все как за должное. Не было у меня там... Это трудно, когда ребенок отнимается при живых родителях или при других родственниках близких. Тогда у него идет ломка психологическая идет, моральная и тому подобное. Но так как я говорю, еще раз подтвержусь, то, что я сперва у меня дом малютки, после дома малютки приют, после приюта дошкольный детский дом и, соответственно, вот в Максогловский детский дом. Да, и я всегда, говорю же, была в обществе, и у меня была внутренняя проблема тем, то, что я, когда начала постепенно расти, я начала узнавать, кто такие родители, кто такие, ну, что значит это слово «мама» с «папой». Вот, и это слово «мама» с «папой» я не понимала до конца. Пока, я не знаю, я, наверное, до сих пор, наверное, узнаю, что такое слово «мама» и «папа» на самом деле. Мы, конечно, понимаем просто слова, то, что это понятное дело, кто такая мама и кто такой папа. На тот момент мне было, конечно, как-то... я жила себе постоянно одна, вот и я и живу себе, как должно быть. Вот, и внешне мне было трудно, когда я начала ходить в школу. С 1 по 6 классе я училась на домашнем обучении. Вот. Мне было в 6 класс, это как 1 класс, вот, и очень было трудно, потому что я уже таком была в подростковом возрасте, мне было на тот момент 13 лет. И да, вот. Взглядов было очень много, оскорблений было, насколько я помню, да. Унижения было много, да. Но у меня, наверное, характер очень такой еще. Я, наверное, сама по себе очень бойкая. Была разгильдяйкой, и оторвой была. Так что я задачу за себя давала. Вот. И не было, да, было внешне, вот, когда я была в школе. А в основном у меня была моральная моя, душевная проблема в том, что у меня нет мамы и папы. Я думала, почему у меня никогда нету? Почему я одна в этом мире? И вообще я не понимала. Знала, что у меня есть мама, папа, вот. Но видеть я ее никогда не видела, в своем подсознательном возрасте. Вот. Потом она мне позвонила, когда мне исполнилось 18 лет, она мне позвонила 1 раз. И потом у нас последовала с ней встреча. Вот. И потом я узнала, да, свою маму 1 раз, тогда я ее увидела. Вот. И просто поймите, как-то это было совсем неожиданно для меня и как-то странновато, поэтому я чужалась ее и никогда не могла назвать ее мамой, как полагается, мама. Для меня, допустим, мамы — это те, которые меня воспитали. Моя матушка Раиса Михайловна, Альбина Васильевна, то есть мои воспитатели, за что им очень благодарю, то, что во мне это все воспитали, и доброту, и во мне некую справедливость по отношению ко всему миру. Вот. Да, воспитатели во мне очень много закладывали, заложили во мне. И пользуясь случаем, большое им спасибо. Для меня понятие «близкий человек» — это когда он постоянно тебе звонит, он спрашивает, как твое здоровье, поддерживает, когда тебе плохо, дает советами, чтобы ты встала и дальше пошла.
у меня есть и такие люди, их очень мало. Но там, допустим, отношения дочь с мамой, конечно, у меня данное время я борюсь с этим, и я стремлюсь к этому. Вот. Но также тоже я не могу себя как-то перебороть, эти все свои чувства, что все равно или тебе 18 лет, или там, допустим, 25 лет, ты никогда с мамой шибко так ну, по душам говорить не говорила, когда для меня мало времени это. Ну, все эти чувства 18 лет, то, что я пережила в детском доме, это для меня они глубже и живее и запоминающие, нежели чем отношения с дочкой с мамой. Вот, потому что я там видела достаточно, когда ребенок скучал по маме, когда мама там, допустим, отправляла письма, в то время не было телефонов. Вот, я видела и радость по отношению к маме, я видела грусть по отношению к своим родителям. Поэтому эти чувства я не испытывала. Я не испытывала абсолютно ничего. Я не испытывала ни радость, ни грусть. Обычно вот человек должен хоть что-то испытывать. Но у меня, к сожалению, не было абсолютно ничего. Потому что я не знала, кому испытывать, к чему испытывать. Не было у меня к ней абсолютно ничего. И это очень-очень грустно. И да, это очень печально, когда человек не испытывает ничего к своему так называемому родному человеку. Задавалась вопросом, я росла, как все дети, игралась, в футбол там гоняла с мальчишками. Да, я потом, конечно, вот постоянно думали: о, Ирка, как мальчишка, но в конце концов, конечно, мы остаемся сами с собой наедине в любом возрасте, я считаю. И мы, в конце концов, да, многими вопросами задаемся у себя внутри. Да, я задавалась, почему у меня нет мамы, почему вот у него есть мама, почему... В детском доме у нас слишком было много, и мне, если честно, было как-то не то чтобы не до этого. У них просто, поймите, к нам там часто никто не приезжал вот так, чтобы маму там, чтобы гостинцы там. Я ощутила это, когда я жила здесь в городе, в дошкольном детском доме. Я видела, как к деткам приезжают, своим сверстникам. Мне на тот момент было лет 5-4 годика, 6-7 лет, вот на протяжении этого периода. Вот, я видела, как родственники, родители приносили детям гостинцы. Вот, у меня там был друг, Алеша его звали, вот, глухонемой и немой, вот, и мы с ним постоянно воровали эти гостинцы, вот, а я помню, шкаф такой большой-большой был, и почему-то эти гостинцы на тот момент, они у детей забирались, видать, скорее всего, то, что всем охота, нас же много, поэтому воспитатели, скорее всего, забирали у тех, детей, чтобы потом всем нам, раздать, чтобы не было никаких чтобы не происходили непонятные ситуации, вот. И мы постоянно, да, время было поздно, я не помню, сколько было, но было уже достаточно темно, то есть мы уже все спать ложились по кроватям, и мы с Лешей, я его постоянно будила, и я говорю: пойдем. Вот, там какой-то стол, стулья ставили, потому что шифоньер был очень-очень большим, вот, и мы постоянно воровали. И тогда я я думала: а почему мне никто не несет гостинцы? Мне так было на тот момент грустно. Вот, мама приносит там, угощает, почему у меня такого нету? Как-то было грустноватенько. Вот, в подростковом возрасте я думала, конечно, да, но нет, как-то у меня было, нет у меня мамы, нет, у меня есть вот мои
мамы те, которые вот мои воспитатели, и мои друзья, которые меня там окружали. Поэтому я, если честно, не запарилась с этим. Не сильно. Ну, допустим, ну вот даже если там кого-нибудь, любого из наших там ребят спросишь, а вот Ирка в себя уходила там в детском доме, а вот Ирка там, а вот, да, депрессия какая-нибудь была. Я вас уверяю, они скажут, ага, она-то уходила в себя. Это надо было от нее уходить. Да, я вот такой, ну, была. Когда она в студии там, ну, я видела ее эти слезы, я видела, как она просила прощения. Для меня это самой было, конечно, трудно это принять, и как виденное просто. У нас с ней по душам никогда не было разговора изначально. Поэтому, к сожалению, это все вот так вот вышло. И это вышло, увы, к сожалению, очень некрасиво. Вообще, с моей стороны было некрасиво по отношению к ней. Потому что, ну, я считаю, не знаю, так, вот это просто словами не передать, это надо, скорее всего, чувствовать, что в этот момент у тебя происходит, когда, ну, смешанные у меня чувства, если честно. Нам нужно было просто еще изначально, я должна была эти слезы и эти чувства, я должна была просто без камер увидеть и прочувствовать, а не увидеть это на эфире и прям вот эфирно на всю страну сказать: мама, я тебя прощаю. Ну, это глупо тоже. Я прощу со временем, я не буду говорить простила, я не простила. Это мое право человеческое, и как в роли дочери, вот. И говорю же, да, это очень трудно. Я говорю, для меня 26 лет это маленький срок, чтобы понять все и принять это все. Вот. Но на данный момент мы общаемся, мы списываемся, мы постоянно каждое утро, вернее, она мне каждое доброе утро посылает смайлики там или еще что-нибудь, да, по WhatsApp. Созваниваемся, да, с сестрой я созваниваюсь, с братьями тоже общаемся. Ну, конечно, уже сейчас стало чаще общаться, чем нежели то время, до эфира, то есть, вот. Меня это очень радует, меня это все равно чувствуется поддержка какая-то. Уже, прогресс, конечно, после эфира есть, и в положительную сторону, это очень хорошо. На эфире, как люди думают, что это постановка, что это все вам изначально выдан, да, сценарий, какой-то текст, какой-то подготавливают вас. Я уверяю, что там все у меня как всегда. В моей жизни все всегда происходит спонтанно и, и импровизация. Я там была, я абсолютно, к сожалению, то есть не к сожалению, а там было все по-настоящему. Я не ожидала этих слез, я не ожидала то, что Никита вот этих слов скажет абсолютно. Если бы я, наверное, ожидала, если честно, было грубовато. Если бы не эфир, если бы было бы эти слова сказанные в другом каком-то месте, я бы, конечно, встала и сказала бы: Никитос, извини, ты давай... так как я понимала, что это на все обозрение, что это будет показываться, поэтому я вела себя там более сдержанной. Вот. И, получается то, что не своя страна, Москва, это не мой народ и тому подобное. Вот. Я в незнакомых местах более веду себя сдержаннее и как-то более себя закрытие. Да. То есть, как говорится, поприличнее, что ли, повоспитаннее. Сейчас я стараюсь быть в курсе
в их жизни, что происходит с ними, как их здоровье. Ну, вот сестренка Лизонька, она сейчас будет в Намском вру. Нет, не в педколледже, а в художественном школе. Нет, не в школе, в институте будет учиться. Вот. Платон хочет у меня в армию. Молодец, я его поддерживаю этим. Вот. Он тоже очень хорошо разбирается в компьютерах. Старшая также работает. Семья у нее. Мама тоже вот работает. Ну, мы все своей жизнью живем. Вот. Я не ожидала, что мы будем двоюродными родственниками. Да, я была шокирована этим. Но это здорово, иметь такого же себе подобного, и да еще и в родственниках. Ух ты, это клево. Да. Сейчас я не знаю, как Никита, как он, ну, мы, если честно, после программы вот так сесть за стол, мы не разговаривали. Я на тот момент была в поисках работы с переездом, потому что я говорю, я вот-вот только в январе переехала сюда в город, поэтому мне нужно какой-то, я должна была встать, чтобы на ноги, чтобы стабильность прийти в своей жизни. Да, и поэтому у нас, к сожалению, не было времени, чтобы вот так сесть и все это обсудить, и все это обговорить. Мы созваниваемся, мы списываемся, ну, конечно, не так часто, как бы хотелось, потому что, ну, вы тоже поймите, у всех своя жизнь, он учится, мама учится, работает, я тоже работаю. Жизнь идет вперед. Мы обязательно, конечно, когда мы будем по обе стороны свободными от работы и от других личных дел, конечно, мы сядем, все это еще раз обговорим, еще раз нахнылят все наши эти чувства. Вот. Да, к сожалению, сейчас пока у меня нет времени, чтобы... О семье я, конечно, мечтаю. Кто не мечтает? Чтобы маленький Козякин там бегал около тебя, называл тебя мамой. О любимом человеке, конечно, я мечтаю. Ну, найдется все равно такой человек. Как говорится, боженька, на каждого человека свои цели и планы. Вот. Да, это будет очень здорово. Семья — это всегда ячейка общества и всегда радует. Вот. В дальнейшем я бы хотела бы, конечно, как я уже говорила, помогать людям с такой же особенностью, у которых есть ограниченные возможности, детям тоже помогать особенным. Ну, у нас, да, я уже 100 раз говорила и буду это говорить, пусть люди меня видят, пусть люди меня слышат, то, что я не стесняюсь себя, я полюбила, ну, вернее, нет, не полюбила, я еще пока в процессе любения себя, как говорится, вот. И доказывать всему обществу, что мы такие же, как все, абсолютно. Как вы задавали мне вопрос, возможно, все то, что я не такая, как все, возможно, у вас открывались эти чувства, ну, чувства с творчеством, чувства хобби, вот вы говорили мне, да, и эти люди, да, они, скорее всего, тоже, как я, они не пытаются, у них есть свои уникальности, у них есть свои способности внутри, и они, к сожалению, это не открывают народу, миру всему. Они держат все это в четырех своих стенах. И вот это вот сейчас вот время пришло техники, информации, информационных технологий, да, для человека, у которых есть внутренние проблемы, они, конечно, лучше пойдут
за компьютер сядут, потому что компьютер им самый лучший друг. Он нажал Enter, значит, будет, вот, нажал на Delete, значит, удалил. Это так очень просто и легко и свободно. Вот, и я хочу, чтобы они больше общались, эти люди, чтобы они открывались сами, чтобы они в первую очередь показывали и доказывали всем, ну, себе, что они способны, что они ничем не отличаются. Да, они отличаются тем, то, что они не такие, как все, но это не повод, чтобы прятаться дома у себя. Я бы вот, если честно, я бы вот таким людям, которые вот сидит у него талант. Ну ты талант от Бога. Ну какого черта ты сидишь дома? Я бы вот, если честно, пинок бы дал. Или подзатыльник. Ну-ка иди давай. Показывай народу, что ты умеешь делать. Вот. Ну я, конечно, в положительном, да. Вот. И да, в дальнейшем я хочу ходить по детским домам, по школам, просто даже не обязательно, чтобы это была школа индивидуальная, там, то есть специально для инвалидов, нет. Ну и туда тоже, естественно, конечно, в первую очередь ходить в обычную школу, потому что я училась тоже сама в обычной школе, я видела тоже некие ситуации там, которые вот тоже, ну, были неприятные, и показывать тем людям, что, ну, эти же ситуации, они в основном похожи, что и с обычным человеком. Да, и поэтому обычному человеку тоже будет полезно, возможно, просто посмотреть на меня и как-то услышать мой голос, ну, мои слова, и, возможно, он примет в себе что-то, и, возможно, он поменяет в себе какие-то качества своего характера, вот. Ну, я вот с такими целями хочу наш город, нашу Якутию, потому что у нас народ, он более закрытый и холодный. Я сама по себе закрытая и холодная, если честно. Вот. Больше говорить, больше обниматься, больше улыбаться людям, глаза в глаза смотреть, потому что в глаза у нас показана наша душа, как говорится. Вот. И нужно показывать людям, нужно говорить людям. И если, дай Бог, конечно, у меня опять-таки времени мало, но у меня есть все-таки обед. В обеденное время. Пробежала, убежала. Да, конечно, да. Хочешь помогать людям, оно у тебя найдется время. Не хочешь помогать людям, конечно, у тебя и времени не будет. Естественно, конечно. Вот. Ну, с этими планами так и дальше будем идти. Надеюсь, у меня получится достучаться до некоторых людей. Я, конечно, не говорю о массовом, о масштабах, там, о большом количестве людей, нет. Ну, я думаю, до некоторых людей я, возможно, достучусь до человека сердца. Вот. Я, если честно, сама этим всем вдохновляюсь, и меня это заряжает такой энергией. Все вот люди пишут, смотрят меня, и очень-очень много положительных слов, положительных эмоций. Я это читаю, я это воспринимаю, все, конечно, душевно, все это с теплотой, все. И вы все люди, ну, это все заряжает меня. И мне хочется реализовываться, мне хочется больше, чтобы я была доступной людям, чтобы я была, вот, я, допустим, сейчас у меня цель собрать просто где-нибудь какой-нибудь, сейчас вот на улице, допустим, тепло, у нас весна, просто, я не знаю, прийти куда-нибудь на какую-нибудь площадь, кто захочет меня увидеть, кто что, вот, ну, вот с таким этим. Пришли, они просто, людям это необходимо, людям они видят, ну, мы сами, я, допустим, сама по себе, внутри, да, я вот
у меня много тоже вот конфликтных ситуаций, да, внутри. А когда я абсолютно с другим человеком, эта конфликтная ситуация каким-то образом, она сглаживается, ну, морально и уходит. Поэтому, а человек, он не может какую-то свою внутреннюю, ну, свою боль, он не может сказать близкому человеку. Он думает, что это и, ну, слабость у меня, что, ну, там, стеснение у него какое-то. А если, допустим, я буду говорить и буду при этом же слушать народ, мне, ну, я как будущий, надеюсь стать психологом, психолог, они же в основном слушают, они говорят, ну, во мне, наверное, и говорить, и слушать, все, да, вот, и хотелось бы, конечно, народ послушать, что он скажет, и при этом же, как и для психолога, опять-таки, набираться опыта какого-то, тем более практика будет для меня. Вот. Да, вот с такими целями я хочу помогать людям, просто хотя бы на данный момент просто словесно и своей, как говорится, увиденностью помогать людям. Вот.